Мне, можно даже так сказать, импонирует тот политологический дискурс, который складывается в прениях сторон, потому что, собственно говоря, само уголовное дело, которое состоялось весной 2019 года, оно ничем иным, нежели политологическим дискурсом не является. И вчерашнее выступление стороны государственного обвинения лишний раз это подтверждает. Почему? Первый государственный обвинитель представил нам расширенную трактовку экстремистской деятельности. По памяти припоминаю, что это похоже на пояснительную записку к закону об экстремизме, либо на хорошее вступление к диссертационному исследованию по преступлениям экстремистской направленности, что никоим образом не похоже на ту ситуацию, которую мы видим в этом суде, в этом уголовном деле, потому что нормы права, изложенные в соответствующем антиэкстремистском законодательстве и уголовных статьях Уголовного кодекса, которые к ним относятся, они в настоящем уголовном деле подвергнуты какой-то квазиконструкции и с точки зрения правовых зерен, как сказал Ахильгов, не выдерживают никакой критики. Что такое по сути своей прения сторон? Я всегда считал, что это спор. Спор относительно тех обстоятельств, которые претерпели изменения в судебном процессе, тех доказательств, которые представлены сторонами. В результате выступления стороны государственного обвинения мы видим, что нам представлена и указана совершенно некая куцая картина тех доказательств, которые в суде якобы свидетельствуют о виновности. Ссылка на 6 допрошенных свидетелей и на некие исследованные в судебном заседании доказательства. То есть на самом деле, а с чем тут спорить? Ну, по идее, надо спорить с тем, что сказано, да? Вот я не вижу здесь никакого спора, и немного все-таки позволю себе окунуться, как Беков, и как Ахильгов, в некую политологическую, возможно, составляющую самой ситуации, которая в следственном раскладе до суда привела вот к той квалификации в окончательном виде, которая попала в суд, и с которой суд в настоящее время должен разбираться. Сценарий правоохранительного противостояния мирному ингушскому процессу, а ничем иным он не был до того момента, пока не был спровоцирован сотрудниками правоохранительных органов, как мы все видели и знаем, и понимаем, развивался, ну, я бы сказал, как в неком таком крупнобюджетном боевике, блокбастере. Потому что митинг в Магасе 26 марта, который не предвещал никаких конфликтов, был ориентирован на его законное продление властями, но рано утром 27 марта в какие-то секунды превратился в совершенно непредсказуемую по срокам длительную историю противостояния маленького ингушского народа и всей государственной машины. Лично я это воспринимаю именно так. Все вот эти огромные следственные бригады, вертолеты, эвакуация в следственные изоляторы, многочисленные обыски с привлечением так называемых тяжелых, вы знаете, кто такие тяжелые на Кавказе, да? Изоляция активистов вне пределов республики, бесконечные бессмысленные аресты и такие же бессмысленные и не соответствующие, ну, на наш, естественно, взгляд, закону и международному праву продление этих арестов и срока содержания под стражей. Лично у меня вот сформировали ощущение, что любые формы несогласия на ингушской территории решили искоренить навсегда. И именно поэтому я воспринимаю это уголовное дело исключительно как политическое. В принципе, там последние, наверное, 5 лет я в других и не участвовал. Но есть некая трансформация. Если традиция последнего десятилетия, ну, с 2011 года, из Болотки, говорит о том, что власти очень критично реагируют на несанкционированные массовые мероприятия и жестоко наказывают за свободу выражения мнения. В данном случае мы просто-напросто имеем
несколько иную ситуацию, которая сформулирована через конструкцию уголовного закона, которые вообще в этом деле применены не могли быть, применены не могут быть. А любая переквалификация, я об этом чуть позже скажу, на более-менее правдоподобный сценарий юридической квалификации, она уже невозможна, потому что она была бы более тяжкой. Ну, например, 212 статья. Я сейчас об этом скажу. Прошло 2,5 года, и те выводы, которые нами, коллегами, общественностью формулировались и прогнозировались сразу после событий, они полностью подтвердились. В этом судебном процессе они подтвердились вчера. Я лично вижу нежелание стороны государственного обвинения хоть сколько-нибудь вменяемо корректировать это обвинение на финальной стадии уголовного процесса, в том числе исходя из позиции того, что политическая составляющая подобного рода ситуации, она, видимо, теперь такая, что во главу угла ставится принцип, чтобы неповадно было. В отношении так называемых рядовых участников конфликта 27 марта, как мы знаем, приговоры эти приобщены. Уголовные дела перед отбытием их в суд были массово переквалифицированы, все мы это знаем, с части 2 на часть 1, по ним вынесены приговоры. И нам было изначально ясно в апреле 2019 года, что вменение второй части 318 статьи делается исключительно с целью заключения под стражу, получения признательных показаний. В части случаев это и случилось, да, когда люди выходили в том числе и в особый порядок. Тем не менее, изначально уже в мае месяце были проведены все экспертизы, и к осени 2019 года следствие уже там 4-5 месяцев знало, что содержать граждан по первой части по 318 просто бессмысленно, потому что в их действиях нет состава преступления, предусмотрено частью 2. Но тем не менее они оставались под стражей до обвинительных приговоров, апелляции, как вот здесь один зритель был, Микиев, из отбывших наказания, добавляли им признак политической вражды, причем трансформация, судебная трансформация подходов с точки зрения применения вот этого квалифицирующего признака политической вражды тоже была интересна, потому что сначала Ставропольский краевой суд массово исключал признак политической вражды, а потом кассация все это выправляла и добавляла вновь. Ну, что это в течение какого-то либо полугода, да, что это не как изменение какой-то совершенно судебной парадигмы, тенденции и вот плохой тенденции, да? То есть старшие товарищи поправляли, прокуратура массово обращалась с представлениями, и вышестоящие суды этот признак политической вражды добавляли. Мне кажется, что добавляли его исключительно для того, чтобы он остался в основном уголовном деле в отношении так называемых организаторов всего этого беспредела, ну как их называют, да, а не так, как мы думаем. Работа следственной группы в Нальчике, содержание обвиняемых на тот момент в различных изоляторах вне пределах Ингушетии, продление стражного заключения, допустим, в Кабардино-Балкарии или в этом суде, были направлены, конечно, на будущее изъятие уголовных дел из судебной системы Ингушетии. И следствие и прокуратура, понимая, что уголовное дело рассмотреть в отношении всех сразу не получится, выделяла их поштучно, по одному человеку, даже не по 5, как сейчас происходит в осетинском деле. И через стадию изменения территориальной подсудности, которая совершенно немыслимым образом проводилась без поступления дела в суды первой инстанции, были рассмотрены ставропольскими судами. То есть Генеральная прокуратура как в тех делах, так и в нашем поставила под сомнение объективность и беспристрастность всей судебной системы Республики Ингушетия, при том, что не был удовлетворен, ну, фактически не была дана такая возможность предоставления заявить отвод одному судье какого-либо из судов, либо всем судьям Республики Ингушетия. Возможно, да, прогнозировались массовые акции протеста, но я лично в этом сомневаюсь.
А случилось то, что случилось. Суды прошли тихо, без внимания прессы. Но одно хорошо, что все люди уже практически вышли на свободу. Но эта легкая, в кавычках, разумеется, легкая участь, она не могла коснуться, она не коснулась 7 уважаемых людей, которых мы видим в аквариуме. Изначально 6, и потом добавился Хаутиев, когда практически через год он тоже оказался, как я правильно помню, организатором. То есть сразу была 318-я, 2, а потом он тоже стал организатором через 3-ю, 33-ю. Непризнание вины Чемурзиевым, Баракоевым, Ужаховым, Альсаговым, Саутиевой, Нальгиевым и Хаутиевым в принципе формируют как их позицию, ну и, разумеется, нашу. И стоит только, наверное, радоваться, что у нас нет в этом смысле некой адвокатской подгонки под мнение своих подзащитных, потому что адвокаты однозначно едины изначально в позиции невиновности. В деле, как в следственных материалах, так и в тех, которые практически в течение года были представлены, рассмотрены здесь, нет никаких доказательств организации насилия, и наоборот присутствует только свидетельство попыток удержать протест в мирном русле, и, к сожалению, попыток бесперспективных, но это не их вина. Скорее, это все-таки вина властей, которым гораздо проще было согласовать, и ничего не мешало это сделать еще 1 день, и может быть 2, и ничего не случилось бы, люди бы еще 2 дня повыступали и разошлись, и 38 человек бы не отсидели, и не было бы сейчас причины говорить о том, что эти люди уже сидят больше 3 лет, ну если в пересчете, или 2,5 года по фактическому сроку. Столкновения, я считаю, 27 марта произошли изначально из-за провокаций силовиков. Очень жаль, что никакие общественные крупные объединения, имеющие опыт составления вот таких крупномасштабных анализов ситуации, как это было, допустим, по Болотке, не сделали этого в Ингушетии. И если бы они это сделали, ну это такое некое независимое юридически-политологическое исследование, то вот вопрос провокации, который начался с оттеснения, у нас был задокументирован. У нас его нет, но мы пытались это доказать в суде. Фактически те конфликты, в результате которых силовики, некоторые из которых испытали физическую боль, а некоторые претерпели моральный вред, это не что иное, как множественность совершенно отдельных, не связанных с собой, какой-либо консолидации поступков отдельных людей, ну, фактически участников даже не митинга, а участников вот этого ночного стояния, я бы так сказал, потому что митинга не было с 18 часов, никто никаких лозунгов не произносил. Получается, что вот это мирное стояние на реке Угре закончилось всем нам известным конфликтом. Ну, я, правда, затрудняюсь национальный признак войск определить, кто были татары, а кто были русичи, да? Потому что, ну, в любом случае произошла какая-то кратковременная вспышка гнева со стороны людей, на которых напали, и они, естественно, своим образом по-кавказски отреагировали, и было бы странно, если случилось наоборот. То есть я не оправдываю действия людей, которые кого-то ударили, кому-то все-таки причинили физическую боль, и тем более, когда эта боль привела к какому-либо вреду здоровью. Но все массовые подобного рода конфликты, начиная с 2011 года, ну, разумеется, в основном это Москва, и в последующем, после ингушской истории, вот это осетинское дело апреля, они все заканчивались 318 и 212, потому что, когда начинается избиение со стороны работников правоохранительных органов, кто-то где-то как-то ответит. Ну, это обычный конфликт, который предполагает, что человек защищается и не пытается допустить того, что причинение такого рода вреда произошло в отношении него. Невозможно организовать подобного рода коллективное насилие, призывая к его недопущению, как это делали наши подзащитные, и прекращению. Кроме того, приговоры уже состоялись, на мой взгляд, если они и носят какой-то преюдициальный фон в этом деле, что, скорее всего, судом должно быть будет проанализировано
то в любом случае этот прejudiciальный фон, наоборот, отрицает причастность кого-либо из подсудимых к тому факту, что кто-то из них направлял и организовывал действия людей, которые совершали совершенно хаотичные движения против сотрудников правоохранительных органов. Теперь же наших подзащитных пытаются осудить за квалифицированный состав, то есть за организацию причинения насилия. Это то, что касается 318. Да. Но в сентябре 2019 года вот этот зловещий умысел Следственного комитета, в кавычках опять же, стал совершенно понятен, потому что в ходатайстве следствия о продлении появился мотив организатора. То есть его же до этого не было, он появился только в сентябре 2019 года. Чувство политической вражды, и почему-то предметно назывался Евкуров, хотя, насколько я понимаю, вот это ингушское мирное противостояние, оно было не связано не столько с противопоставлением Евкурову, но в принципе, в целом позиции властей как по изменению законодательства, так и вообще там против коррупции и так далее. То есть против тех процессов, которые не имеют отношения только к Евкурову, потому что коррупция, она же как бы существует снизу доверху, и насколько я понимаю и помню, на митинге 26 марта об этом тоже шла речь. При том, что психолого-лингвистические экспертизы никаких признаков вражды и разжигания не установили, закон, тем не менее, императивно требует этот мотив устанавливать, и поэтому, на мой взгляд, его просто решили придумать. После этого он перекочевал в обвинительные заключения, и суды при рассмотрении дел в первой инстанции сначала, как я сказал, стали его исключать, но апелляционные и кассационные процессы это изменили, и политическая вражда как квалифицирующий признак вернулась, в некоторых случаях ужесточив приговоры по этому основанию. Собственно говоря, здесь происходит сейчас то же самое. Уголовное дело обнажило совершенно необоснованное использование засекреченных свидетелей и даже свидетелей политологов, которые, путешествуя по Кавказу, так подробно описали свое участие в этом митинге и почему-то назвали только 8 фамилий, ну еще 2, которые не являются участниками уголовного дела, что со всей очевидностью предполагает, что это не что иное, как следственная оперативная заготовка, которая перекочевала в уста какого-то реального человека, наделенного другой фамилией. Противостоять и бороться, собственно говоря, как это происходило, начиная, я бы сказал, все-таки больше с осени 2018 года, в связи с передачей земель, это не значит воевать на самом деле. И без маленькой, вот этой быстрой, совершенно победоносной атаки правоохранительных органов, на самом деле никого нельзя было сделать врагами, изгоями. И получился вот этот фактически 3-летний долгоиграющий следственно-прокурорский, наверное, даже перформанс, потому что по-другому его никак не назовешь, потому что вот эта уголовно-правовая фантазийность, которую мы наблюдаем, уголовно-процессуальная, нам с ней сейчас приходится разбираться. И когда со своим народом не получилось договориться демократическим способом, этот народ просто решили отправить за стену. По-другому я это понять не могу. Вот эта психолого-психиатрическая экспертиза, которая пыталась установить наличие лидерских качеств, а кто их отрицает, зачем для этого проводить экспертизу, не состоялась по причине отказа наших подзащитных от ее проведения. И удивительно, что Следственный комитет в свое время отказался выйти с ходатайством о назначении психиатрического стационара, потому что для этого нужно судебное решение. Но если бы и вышли, у нас бы коллеги, которые практикуют не в сопредельных государствах, сказали бы, что у нас бы добавилась еще одна статья нарушения конвенции, если бы такое случилось. И вот теперь та 12-я, да, 212-я, особо тяжкая 212-я, которую сразу возбудили по факту в марте 2019 года, к счастью, не прошла. Но на самом деле, если сравнить, вот как так может быть, на расстоянии 25 километров
с разницей в 1 год. В Ингушетии дело развилось через 318-ю и потом через экстремистское сообщество, а совершенно аналогичная ситуация в Осетии 20 апреля 2020 года развивается в рамках 212.1 и в рамках 212.2. Я этого, допустим, понять не могу, потому что массовые беспорядки, они тоже могут случиться внезапно, их тоже можно не планировать, они тоже могут случиться из мирного шествия. Но она не прошла, и очень хорошо, потому что если бы у нас была 212, наверное, мы вчера услышали, что государственное обвинение просит 15 лет, а не 9. Вот я вот, наверное, вот это бы услышал. Поэтому, ставшая вот этим совершенно невообразимо непонятным мемом, который используется всеми следователями, прокурорскими работниками, фраза «суд разберется», она ломает все доводы и логику, которые могли бы быть применены. Поэтому появляется 282 прим. 1 об организации об участии в экстремистском сообществе и преступные роли вот этих доморощенных, я бы так сказал, вы не обижайтесь, уважаемые подзащитные, доморощенных экстремистов, которыми вы являетесь, доморощенные, значит вы не они. Попытались расписать подробно, используя на самом деле несколько комментариев, не самых лучших комментариев к Уголовному кодексу, которые плодятся каждый год и не в одном десятке. Но не потрудившись хоть как-то конкретизировать эту сухую теорию на практике. Всех же объединила эта пресловутая политическая вражда к Евкурову, и все сообщество действовало якобы с целью побуждения граждан к противоправной деятельности, в том числе преступлений, предусмотренных статьей 318. По-другому к этому отнестись невозможно. И немножко апеллируя вот одному из государственных обвинителей, скажу, что никак не могу согласиться с вами, что те экспертизы, которые психолого-лингвистические мы приобщили и здесь исследовали, были направлены и свидетельствуют об отсутствии призывов к совершению экстремистских действий. Эти экспертизы как раз таки показывают отсутствие мотивов к совершению экстремистских действий, соответственно, к совершению преступлений, которые покрывали до 282 прим. Потому что 280-я она не состоялась, потому что такой возможности не дала экспертиза. Но эта экспертиза дала возможность говорить об отсутствии экстремистских мотивов. Поэтому она удивительным образом не попала из основного уголовного дела в это и была только потом запрошена. Поэтому вот эти обвинения в организации экстремистского сообщества, которые состоялись от возбуждения уголовного дела до предъявления обвинения в течение 2 месяцев без проведения каких-либо следственных действий, связанных с этой статьей, они оказались факультативными, их применили вдогонку. Следственный комитет листал перечень экстремистских статей и вот удивительным образом нашли экстремизм, применив 282 прим. Но судебный процесс, который происходит с 20-х чисел ноября прошлого года, выявляет совершенно уникальную вещь, которую очень редко встретишь в практике. В идеальном варианте она вообще не существует. То есть массивные доказательства обвинения на 100 практически 30 томах и 47 томах обвинительного заключения странным образом доказывают отсутствие составов тех преступлений, потому что эти доказательства само обвинение и разрушают. Это, я повторюсь, это вот совершенно уникальная ситуация, когда я не хочу использовать мемы, которые могут моих оппонентов, наших оппонентов как-то заставить просить сделать замечания. Замечания не предусмотрено у ПК, кстати, да, вообще нет такой формы замечания. И я не буду, но, повторяю, весь объем доказательств, который тут год исследовался, доказательств обвинения, они являются доказательствами защиты. Поэтому, когда Исмаил Нагиев, и, не знаю, по-моему, Багаудину тоже, Каутиеву я говорил, когда будете подписывать протокол 217, напишите, что все свидетели обвинения, все эксперты обвинения, все доказательства обвинения являются экспертами, свидетелями и доказательствами защиты. Правильно говорю, Исмаил? И он это написал.
Поэтому это, кстати, хороший способ не убеждать в необходимости вызвать кого-то дополнительно, потому что, ну, в конце я об этом скажу, в результате получается, что все свидетели обвинения в судебном процессе оказались свидетелями защиты. Ну, государственный обвинитель апеллирует только к 6 фамилиям, которые якобы все-таки доказывают виновность, а про остальных надо, по версии государственного обвинения, признать достоверными показания, которые давались вдогонку и в ППХ в рамках предварительного расследствия на первых его этапах. Что касается квалификации и доказательства, ну, я не буду повторять, потому что и Беков, и Ахильгов очень подробно цитировали эту фабулу. Я вчера ждал, что она изменится, эта фабула, что она приобретет некие формы достоверности. Я этого ждал. И поэтому, честно говоря, думал, что надо будет попросить какую-то паузу в судебном процессе для того, чтобы перестроиться. А перестроиться не надо. Потому что то, что было написано позавчера, оно целиком и полностью вписывается в тот я на этом настаиваю, псевдоспор, псевдопрения, которые происходят сейчас. Ну, Калой уже говорил, что вот эта устойчивость, согласованность действий участников, сплоченность, выражавшаяся в стабильности состава, систематические совершения преступлений, понимаете? Совершение преступлений. Что такое преступление? Это криминализированная форма административного проступка, которая по экстремистскому законодательству сегодня следует как вторая. Да? Нельзя возбудить экстремизм в уголовно-правовом смысле, если человек не привлекался в административном порядке за правонарушение экстремистской направленности. Нам же упорно навязывают мысль, что экстремистское сообщество жило и питалось некими преступлениями, которые они совершали, но ни одно же не названо. Ни одно преступление экстремистской направленности не названо. А вот эти все меры конспирации, внутренней дисциплины, наличие лидеров и руководителей, взаимозаменяемость членов сообщества, да, эта компания состоит из 7 человек, там кому кого заменять вообще. Какие роли там предполагают взаимозаменяемость с точки зрения хотя бы тех традиций, которые существуют в кавказском обществе, которые этой взаимозаменяемости просто не допускают по определению, потому что в кавказском ингушском обществе это не принято, просто-напросто. Но это живя на Кавказе, работая в Генеральной прокуратуре там, или в Следственном комитете округа, ну, наверное, надо предполагать, что национальные факторы, факторы культурной среды, они каким-то образом тоже должны учитываться. И вот даже эти вещи не вписываются вот в ту концепцию, которая нам предложена. Формы и методы, вот это все мы пропускаем, потому что все это было. Я вот немножко скажу все-таки о Нальгиеве, потому что как бы основным адвокатом я его был и являюсь. И в отношении него сказано, что вот он являлся лидером межрегиональной общественной организации «Выбор Ингушетии» и принимал активное участие в незаконных протестных акциях, осуществлял взаимодействие в вопросах их проведения, координировал действия волонтеров, освещал деятельность сообщества в средствах массовой информации. Нет ни одного документа в уголовном деле, нет ни одного документа в судебном процессе о том, что Нальгиев являлся участником незаконных массовых мероприятий. Просто не являлся. Октябрь 2018 года, двухнедельное стояние с ингушским шатдауном, законный митинг, 27 ноября, да, когда Конституционный суд состоялся, законный митинг, 26 марта законный митинг, и только после 18 часов 26 марта он не покинул площадь, как и все остальные, в Магасе, и был привлечен к административной ответственности. Где участие в преступлениях экстремистской направленности? Ну где? То, что сейчас происходит, допустим, в деле ФБК и Навального, я думаю, что там я надеюсь, что там работа над ошибками будет проведена, в том числе с учетом нашего дела, но там эти уголовные дела возбуждены, санитарные, вовлечение несовершеннолетних. Тогда, там багаж можно на целый, лет на 10 взять, там есть бэкграунд какой-то, не говоря уже о самих уголовных делах в отношении Навального и его помощников.
сожалению, и его юристов, потому что волей-неволей думаешь, а что, может, адвокатов тоже скоро подтянут, потому что они защищают экстремистов. Но так же получается. То есть утверждение это действительности не соответствует. Как я сказал, Нальгиев участвовал только в неком митинге, не митинге, вечером 26 марта, как и все остальные, и ночью 27-го. Некоторые из которых, собственно говоря, даже покидали. Вот это совершенно космическая конструкция о том, что в 4 часа 40 минут 27 марта между нашими подзащитными возник преступный умысел, и они вступили в преступный сговор, направленный на организацию применения участниками митинга насилия, имея фактически тем самым создание возможности последующего продолжения публичного мероприятия и привлечения максимального количества новых участников, ставится фактически вот в некое описание внезапно состоявшегося преступления. Ну как можно в течение нескольких минут, секунд распределить преступные роли? Мы же исходим из того, что они якобы экстремисты, что они все это планировали. Как можно распределить роли, составить некий план противостояния, если неизвестно, а будет ли противостояние? Потому что 4:40 еще оно не началось, оно начнется немножко позже. Ну и вот Нальгиев, оказывается, должен был осуществлять психологическую мотивацию, стимулирование участников несогласованного публичного мероприятия. А что значит должен был? Для меня, допустим, фраза должен был предполагает, что квалификация оконченного состава здесь отсутствует. Мы-то отрицаем его в принципе, но фраза должен был, это также и про Хаутиева сказано. Про всех сказано должен был. Так это может быть был некий умысел, который не наказуем, потому что не превратился в что-то свершившееся, в какой-то факт, который приобрел реальное воплощение на практике. То есть должен был, но не был. Получается же так. Результатом вот этой спланированной 10-минутной серьезной подготовки, да, по версии обвинения, силового противостояния, оказалось всего лишь навсего участие 39, ну на сегодняшний день мы можем сказать 38 по приговорам человек в последующих столкновениях с правоохранительными органами. Обвинительным выводом является, что наши подзащитные, Нальгиев в том числе, осуществляли деятельность и участвовали в экстремистском сообществе, направленной на обострение политической обстановки, дестабилизация деятельности органов власти и совершение преступлений экстремистской направленности. То есть предусмотрен и после этого, то есть предусмотрены в части 1 и 2 статьи 318 и, соответственно, и почему-то 239, кроме 2 человек из наших подзащитных. 239 статья никому не вменялась. Таким образом, получается, что преступление экстремистской направленности названа статья 318, которая случилась лишь однажды, 27 марта, и воплощена в действиях других лиц. Скажите, как можно в мае 2018 года, осенью 2018 года, планировать совершение преступления экстремистской направленности 27 марта 2019 года, если эти события разделяют полгода, и этот митинг в принципе мог не состояться никогда? Вот же, понимаете, о чем идет речь. То есть человек вступает, и все остальные вступают в экстремистское сообщество, кто-то руководит, а кто-то участвует, предполагая, что явится организатором насилия против правоохранительных органов в марте 2019 года. Это какую фантазию надо иметь, чтобы таким образом ориентировать умысел на совершение преступления в рамках событий, которые могли вообще в принципе не случиться. Мог случиться апокалипсис какой-то вообще на Новый год, очередной там непонятный миллениум и так далее. Если бы власти не вышли с предложением видоизменить закон о референдуме, этого митинга не было бы в принципе в природе. Не было бы заявок, связанных с его продолжением. Поэтому получается, что умысел на участие в
всех подзащитных и на руководство экстремистским сообществом был ориентирован исключительно на насилие в марте 2019 года, ну и вот это 239, которая обвинена двум подзащитникам. Что касается экстремизма, то, ну не знаю, может быть к счастью, но тем не менее пленум-то существует уже 10 лет. Потому что эти 10 лет, 11-й пленум, Нахильгов о нем говорил, собственно говоря, ну, преступления экстремистской направленности, с которым борется российское государство, они вот расцвели в это время. В основном преступления за слова, конечно. Так вот, исходя из положений примечания 2, статье 282.1, это пленум пишет, это не примечание, цитирую. К преступлениям экстремистской направленности относятся те, которые совершены по мотивам политической, идеологической, расовой и так далее ненависти или вражды, либо в отношении социальной группы, предусмотренные соответствующими статьями особенной части. И они перечисляются. 280, 280 прим, 282. Но они перечисляются. И 318 статья никогда и нигде ни в каких разъяснениях пленума или практики Верховного суда в числе преступлений экстремистской направленности не называлась. Потому что 318 всю жизнь это была статьей, ориентированной на действия отдельных лиц по отношению в отдельных конфликтах по отношению к представителям правоохранительных органов. Чаще всего, но если не считать массовые протесты, допустим, 2019 года, когда 318 было много, чаще всего почему-то их кусают. Вот, был участником нескольких дел, и почему-то всегда основными повреждениями сотрудников правоохранительных органов были укусы, даже ног. Сами, наверное, друг друга кусали. Но никогда 318 не была преступлением экстремистской направленности в срезе того, что она организована определенным кругом лиц. Невозможно организовать стихийное насилие ни в каком его виде. В противном случае каждый из организаторов должен стоять и быть кукловодом каждого конкретного отдельного человека, который это насилие пытается совершить. Но не в ситуации массовой стихийной драки, какую мы наблюдали. Поэтому единственным основанием причислить и возможность применить 282 прим. Является тот самый пресловутый пункт Е, который мы видим в части 1 статьи 63, предполагающий тягчающие обстоятельства в виде политической вражды. И только этот признак каким-либо образом может вписаться в то, о чем говорит Верховный суд. Ни одним, как я сказал, из подсудимых по настоящему делу ни одно такое преступление экстремистской направленности не совершалось. Единственными правонарушениями, которые имели место быть, было привлечение по Кодексу об административных правонарушениях за участие в несанкционированном массовом мероприятии граждан. И участие в таком мероприятии после 18 часов 26 марта преступлением не является, и никто, ни один суд такую оценку этим событиям не дал. Поэтому предполагать, извините, но я повторюсь, но заострю на этом внимание, потому что это разрушает умысел, который подлежит доказыванию по уголовному делу. Предполагать подготовку кем-либо из подсудимых событий 27 марта 2019 года не просто абсурдно по-человечески, и с точки зрения логики, но процессуально неграмотно, поскольку невозможно создать, руководить и участвовать в экстремистском сообществе за год до событий, которых могло и не быть. Вот для меня это все. Ну, есть схоластика, да, средневековая, когда вот можно спорить ни о чем очень долго, и тому, чего не уступить. А есть логика. Вот логика, которую конструирует закон, она такова, что она не позволяет государственному обвинению сформировать умысел на основе совершенно гипотетических измышлений. А это так в этом деле. А почему? Потому что при производстве по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности
согласно пункту 2 части 1 статьи 73, подлежат доказыванию мотивы совершения указанных преступлений. Этого не сказано ни в одном постановлении Пленума относительно других преступлений общеуголовного характера. Понятно, что статья 73 она, УПК она как бы устанавливает общие правила, но Пленум предметно обращает внимание, что должны быть установлены мотивы. Да, мотив нам установили, но преступления, совершенные по мотивам политической ненависти и вражды, следует ограничивать от тех, которые совершены на почве личных неприязненных отношений. Ахильгов тоже об этом говорил. Для правильного установления мотива следует учитывать в частности длительность межличностных отношений с потерпевшим, наличие с ним конфликтов, не связанными с национальными, религиозными, идеологическими, политическими взглядами. Скажите, ну вот у тех людей, которые осуждены, и которых стали вытеснять, и которые пытались защититься, либо защитить стариков, у них желание причинить боль или моральный вред, защищаясь, как могло быть связано с политической ненавистью к Евкурову? Ну где Евкуров и где тот рядовой росгвардеец Вдовин, как там их еще, многие, где? Ну этого же нет просто, но это внезапно возникшие личные неприязненные отношения к человеку, который тебя бьет. Ну вот как этот чеченский молодой человек, который 2 или 3 росгвардейцев начал избивать не так давно, я не помню, в марте, зимой это было, да? В мае. Да. Но его же тоже пытались ударить. Ну любого кавказца попытайся ударить, он ударит в ответ. И так будет всегда. И так всегда было. А что тут ненормального, если человек защищался? То есть и получается, что вот этот мотив политической ненависти к Евкурову, который случился, якобы случился у рядовых участников этого митинга, он переложен и на якобы организаторов. И при этом вот государственный обвинитель вчера говорит, у всех подсудимых были коммерческие конфликты с Евкуровым там, или с властью и так далее. Какие вообще у Нагиева были коммерческие конфликты с властью? У этого молодого человека, которого бизнеса никогда не было. Или у Хаутиева, которого тоже не было. Я, простите, про остальных не знаю, но этого просто быть не могло. Но если нет коммерции, то нет коммерческого конфликта. Просто-напросто. Да, это личная неприязнь в связи с тем, что человек, по мнению подсудимых, человек причастен к принятию незаконных решений, к изъятию земель, к предложению того, что вопрос о референдуме будет тоже купирован в будущем законодательстве. Почему в этой связи не может быть неприязненных отношений к власти, которая нарушает твои права? Вот вы, уважаемые оппоненты, говорите, что требовали отставки власти Евкурова. А что плохого в том, что гражданин требует отставки той власти, которая его не устраивает? Но это, простите меня, первые акты конца 18 века, Декларация о независимости, Конституция США, первый документ французской революции. Они, кстати говоря, есть такая уже информация, которая не является конспирологической, что все эти люди, образованные, которых было немного, они вот вились там вокруг Вольтера, Дидро, Екатерина наша. И они же все эти конституции, в принципе, списали друг у друга, как и декларации. И правильно сделали. Понимаете? Ну там же везде написано, что народ, который считает, что правитель является несправедливым, имеет право потребовать, чтобы этот правитель ушел. Я специально говорю простым языком. Там чуть по-другому сказано, конституционным языком. Но наша конституция, она же наследник этих традиций. То есть демократические процессы и демократические конституции 20 века, они же следуют традициям 18-го, они ничуть не изменились. Кстати говоря, оно, конечно, там тоже казуистично демократия развивалась, потому что избирательные права женщинам в США дали на 50 лет позже, чем рабство отменили. Но это трудный путь демократии, но он такой. Почему нельзя требовать отставки, требуют же у нас отставки Путина? Но есть же у нас протест, связанный с обнулением сроков. И он не многотысячный, он многомиллионный. Это же нормально.
Ну что, Владимир Владимирович на это обиделся? Но его поддержали депутаты, его поддержало Федеральное собрание, Конституционный суд. Ну вот что имеем, не храним, потерявши плачем. Здесь такой же мирный процесс, который вполне возможно может привести к отставке. А почему нет? Ну есть же совестливые правители, которые уходят в отставку. Так же бывает на самом-то деле. Поэтому признание потерпевшими по настоящему делу 57 сотрудников, 67 сотрудников правоохранительных органов означает, что у организаторов в кавычках насилия по отношению к ним должны были быть такие мотивы. Мотивы такой организации. То есть, как можно превратить политическую ненависть к Евкурову в политическую ненависть сотрудникам правоохранительных органов? Да, они служаки, они работу свою делают, они зарплату за это получают. И я более чем уверен, что половине из них не нравится то, что они делают. Просто это работа, которая хорошо оплачивается, имеет социальный пакет и раннюю пенсию. И все. У нас 2 или 3 миллиона таких людей в стране, которые выбирают этот путь, в том числе потому, что другой выбрать невозможно, работы нет. Идут туда работать. И это нормально. И они будут выполнять приказы, и это тоже нормально. Потому что личные неприязненные отношения сочли в данном случае исключенными, потому что эти люди никогда друг друга не видели и не увидят после. И предполагать мотив политической вражды и ненависти к ним не просто затруднительно, но и невозможно. А навязанная и навязываемая обвинением политическая ненависть к Евкурову никак не могла быть реализована в отношении пострадавших. Ну никак не могла. Это лишний раз доказывает невозможность избранной обвинением квалификации, потому что невозможно в данном случае установить ни мотив, ни цель преступления. Согласно пункту 12 постановления Пленума номер 11, экстремистское сообщество предполагает устойчивую группу лиц, которые объединились гораздо заранее для того, чтобы совершить хотя бы одно или несколько преступлений экстремистской направленности. То есть это предполагает, что они для того и создали его, для того и объединились, чтобы эти преступления совершить в будущем. Как я уже сказал, в будущем было совершено только одно и не ими. Поэтому гипотетическое создание сообщества в мае 2018 года, оно бессмысленно, потому что все основные значимые события в Ингушетии случились начиная с августа, в сентябре, октябре, а массовые мероприятия осени носили мирный характер и были санкционированы властями. Преступлений этих нет. Возможно, каждый из нас вынужден повторяться, но бежать впереди паровоза еще никому не удавалось, с точки зрения того, что в отличие от факультативных мотива и целей, умысел не может быть направлен на совершение действий в событиях, предположить которые невозможно, случаться они или не случаться. И вот, на мой взгляд, умысел как обязательный элемент субъективной стороны и обязательно подлежащий доказыванию, он в этом составе преступления, может быть, разрушает даже конструкцию больше, чем отсутствие самого объективной стороны. Потому что, можно предположить, притянуть эту 239-ю, можно предположить, хотя невозможно в силу закона, привлечение к административной ответственности, можно предположить, что да, в будущем они планировали какие-то акции силового воздействия, но вот они не случились. Ну а где доказательства, что планировали? Доказать переговоры и устойчивый характер группы не представляется возможным в силу того, что они использовали средства связи, доступ к которым оперативных сотрудников правоохранительных органов отсутствует. Это что за новеллы вообще? Причем это выделено черным курсивом в обвинительном заключении. Я такого обвинительного заключения еще первый раз в жизни вижу. Фактически обвинение, которое утверждалось должностным лицом Генеральной прокуратуры, предоставляет суду некое свое мнение об обстоятельствах, которые и выводах, которые должен сделать суд сам. Но вот без этих подсказок. Ну не доказали вы, не смогли вы зафиксировать переговоры преступные, не попали к вам
WhatsApp переписки, ну я знаю, вот по Нагиеву попал телефон с 5000 аудиосообщений, а кто их потрудился вообще прочитать? Ну, уважаемые оппоненты, вы представили в судебном заседании какую-либо оперативную информацию, рассекреченную, в которой такие мероприятия, такие преступления хотя бы планированы? Нет, не представили, а если бы представили, тогда вы вынуждены были квалифицировать эти преступления через стадии преступной деятельности, приготовления или покушения к каким-либо преступлениям. Но этого же тоже нет. Обвинение по 318, оно, разумеется, мало чем отличается от того, которое реализовано по части 2 и по части 1 282 прим, потому что с той лишь только разницей, что по 318 указаны события 26-27 марта, в остальном они совершенно не клоны в описании преступных деяний. То есть получается, что мотивы все были одни, преступные действия все были одни, а объективная эта сторона совершенно разная. Но надо же было хотя бы объективную сторону расписать, которая не могла не быть разной. Она не расписана, и обвинительное заключение и обвинительная речь государственных обвинителей, она только подтверждает этот вопрос. И разумен вопрос, в каких именно действиях выразилось это руководство. Как можно организовать стихийное, возникшее в секунды противостояние, к которому никто готов не был. Вот эти гипотетические «будем драться». Ну что, мы будем драться. Ну и что дальше? Это вот и есть реализация объективной стороны, когда кто-то сказал «будем драться». Но если на тебя нападают, ты все равно будешь драться. Либо тебя убьют, либо тебя забьют. Либо тебе причинят вред. Ну, наверное, драться, когда на тебя нападают, это нормально. И это сказано только один раз, насколько я помню. И как это доказывает, условно говоря, какой-то умысел 7 человек на том, что мы это будем делать. То есть значимых фактов и доказательств, которые подтверждают руководство совершением преступления и участие в этом преступлении со стороны путем психологического воздействия, авторитетов республики и так далее, здесь из политической вражды к Евкурову, они не подтверждают, они не имеют подтверждения в рамках уголовного дела. То есть, что такое роль организатора или роль руководства, допустим, которая указана в части 3? То есть организатор, руководитель осуществляет действия, необходимые для достижения преступного результата. Поиск исполнителей. Да? Ну, то есть надо найти людей, которые будут готовы напасть. План не только собственных действий, но и план действий остальных соучастников. Выбор времени и места совершения преступления. Ну зачем нам вообще цитировать учебники по общей части уголовного права, которые предполагают, что они существуют, эти вещи существуют императивно и доказыванию не подлежат. Ну это аксиомы. Это правовые аксиомы, которыми римское право наделило все нормальные правовые системы мира. Ну, не иметь в виду Чад, там, Зимбабве и Мозамбик, худшие времена, и Руанду, худшие времена их существования. То есть объективный, так называемый качественный, еще Таганцев, тот самый Таганцев, который один из столпов русского уголовного права говорил, объективный и качественный признак соучастия предполагает совместность действий соучастников, направленность их действий на совершение общего для соучастников преступления, взаимообусловленность и взаимодополняемость их действий. Вот это все реализовано в течение нескольких минут. Это просто невозможно реализовать в течение нескольких минут. И поэтому мы вынуждены говорить о конструкции, уголовно-правовой конструкции состава, фактически присутствуя вот здесь и сейчас на неком таком семинаре уголовного права, потому что по-другому не получается. С объективной стороны подсудимыми такие действия не совершались. У организаторов физически не было и не могло быть возможности реализовать предварительный сговор на оказание сопротивления и применение насилия. Отсутствуют доказательства в деле некой предварительной встречи соучастников организаторов для обсуждения плана совершения преступления. Отсутствуют доказательства агитации участников митинга предыдущего дня и ночи.
их склонения и подготовки к нападению на сотрудников правоохранительных органов. Нет таких доказательств. Отсутствуют доказательства изыскания и подготовки орудий и средств совершения преступлений. Вред, который был причинен полицейским впоследствии, случился с помощью предметов, использовавшихся накануне на митинге, или вовсе с применением мускульной силы оборонявшихся. Нет ни одного ножа, нет ни одного, слава Богу, огнестрельного оружия, нет ничего. А камень, простите, это орудие пролетариата. Правда, в Ингушском процессе это не реализовано было, как в Осетинском, потому что они сход провели там, где в это время ремонтировалось, оно и сейчас еще ремонтируется, весь проспект Мира, и там этой брусчатки просто миллионы штук. То есть они сами ее антиковидному сбору предложили, эту брусчатку тяжелую. Но камень это всегда было орудие пролетариата. Всегда человек нагнется за тем, что лежит на земле, если у него ничего нет в кармане. А если человек нагнулся за тем, что лежит на земле, имел ли он предварительный умысел для того, чтобы подготовиться к этому нападению? Нет, не имел. Отсутствуют доказательства психологического воздействия, стимулирования участников мероприятия. Это вот то самое «должен был», да? Ну кто из каких-либо осужденных лиц, которые здесь допрошены, уважаемый суд сказал, неважно, в каком они статусе, помните? Я говорю, как вопрос задавать, свидетель или осужденный, неважно, в каком они статусе. Ну кто из них сказал, что Нальгиев, там, Ужахов, Каутиев и все остальные их психологически обрабатывали? Да эти люди психологически обработанные пришли в маленькой стране, где нет работы, где копают пруды по 200 миллионов рублей, которые никому не нужны, которые зарастают осокой, травой и другой травой, где бесконечные уголовные процессы за распил бюджетных средств. Они пришли психологически подготовленные, потому что все люди, которым это неприятно, и которые не приемлют такую жизнь, они психологически подготовлены сами по себе. Их не надо готовить. Искра, из которой возгорается пламя. То есть понимание обвинения, ничем не подтверждаемый довод о должном преступном поведении, если бы оно имело место, не дает вопрос, в каком виде оно планировалось, это преступное поведение. Ответа на этот вопрос нет. А это развитие объективной стороны через призму вины, через призму субъективной. Ну потрудитесь расписать, потрудитесь поработать всего 3-4 признака организованной преступной деятельности, в том числе через вектор организации какого-либо преступления, которое совершают другие лица. Но нам не позволяет закон поступать иначе. Поэтому вот я бы как, допустим, видел Нальгиева, Хаутиева, молодежь, я про пожилых не буду говорить, доверителей. Ну как, допустим, Нальгиев, человек, который должен следовать указаниям главарей, да, в кавычках, должен был поступить. Ну вот я вижу так. Он должен был обойти ратников, к примеру. Ну вот этих ратников. Да? Провести политинформацию быстро, минуты за 3. Построить дружины, ну если они ратники. А дружина-то 39 человек. Держать какой-то флаг политической вражды к Евкурову. Ну, вот это все должно, психологическое воздействие, я понимаю именно так. То есть психологическое воздействие — это роль комиссара, политрука и замполита. Всегда психологическое воздействие осуществлялось исключительно силами этих людей, которые в нашей недалекой истории проводили политику партии. В данном случае, по идее, Нальгиев должен был проводить политику главных экстремистов Ужахова, Мальсагова и Барахоева. Ну вот, совершая такие действия. Ну таких действий Нальгиев не совершал, Хаутиев их не совершал, Саутиева их не совершал, ратников не построили. А еще добавок иметь, поскольку в обвинении это тоже есть, некие субъективной стороны. Также никакой критики не выдерживает формулировка обвинения цели преступления, именно цели. Потому что создание вот этой возможности последующего продолжения несанкционированного публичного мероприятия, они же так говорят, они цель формируют, для чего насилие совершено.
для того, чтобы создать возможность последующего продолжения несогласованного публичного мероприятия. Уголовный закон предполагает построение логических конструкций, которые основаны на фактах, в том числе при описании факультативных признаков субъективной стороны. Как можно предположить, что применение насилия кучкой людей, состоявшегося насилия, состоя вот этих отдельных деликтов, приведет, и вот это противостояние в многочисленных отрядах полицейских создаст возможность продолжить санкционированный митинг? Как можно предположить, что после силового разгона и вытеснения митинг будет разрешен? Ну что за абсурд? То есть целью называется напасть, применить насилие, но делается это для того, чтобы продолжить митинг. Он не может быть продолжен. Все арестованы, задержаны, либо арестованы потом. Ну это же совершенно вот я фактически третью вещь называю, которая, она же не из пальца высосана, она просто, ну вот собака, которая бежит впереди паровоза, или вот как фильм интересный, которая собака виляет хвостом сама по себе. Но вот такое ощущение, что вот у собаки не собака хвостом виляет, а хвост виляет собакой. Потому что логика определения объективной стороны и субъективной стороны выстроена задом наперед. Всех арестовали, всех задержали, всех увезли, всех допрашивают, а сделано это было для того, чтобы митинг продолжился. То есть очевидно для всех, и опыт последнего российского десятилетия это неоднократно доказывает, что несанкционированные мероприятия всегда заканчиваются вытеснением, всегда заканчиваются массовыми задержаниями, всегда заканчиваются массовыми административными делами, десятками и сотнями и тысячами, и значительным количеством уголовных дел. И никогда не имеет продолжения даже в течение нескольких часов от того, как это вытеснение, этот конфликт состоялся. Не имеет. Люди разбегаются в страхе и ужасе, а кто-то оказывается задержан. И никогда короткие единичные столкновения с гражданами, с росгвардейцами не создавали возможности продолжить митинг, не имели и не могли иметь такой цели. Поэтому в фабуле, описывающей цель преступления, в этой фабуле, которая описана в обвинении, мы видим лишь утверждения, которые оторваны от реальной ситуации, основаны на отвлеченных рассуждениях и не проверяются фактическими обстоятельствами дела. По делу допрошено 48, по-моему, засекреченных потерпевших. Ни один из них не указал пальцем в какой-то категоричной, конкретной форме ни на одного из наших подзащитных. Ни один. Вот этот единственный, который называет все фамилии, ну называет, знает, ну газеты смотрел, вот, инстаграмом интересуется, знает фамилии, да? Но ни один пальцем не указал, наоборот говорят о том, что некие люди совершали примирительные жесты по отношению к одной и другой стороне. Никто, понятное дело, не утверждал о знании фактов об экстремистской организации, ну и не мог, потому что, как я уже сказал, зловещий умысел вырисовался к сентябрю 2019 года, уголовное дело об экстремизме родилось только в декабре, закончилось обвинением в феврале. Думаю, что в настоящем уголовном деле наши потерпевшие фактически назначены таковыми быть, потому что в силу применения нормы 3 статьи 33, в том числе, они пострадали от действий других лиц, и 38 из них уже осуждены за отдельные, не связанные с собой преступления, которые предусмотрены частью 1 статьи 318. 38 свидетелей обвинения, которые в один голос говорят о миротворческом характере действий подсудимых в событии вечера 26 марта и утра 27 марта. Свидетели обвинения никогда ими не были фактически, а в судебном заседании все превратились в свидетелей защиты, как и следовало было ожидать. И вот этот вот подход огласить и критически отнестись к судебным показаниям, он всегда в российском уголовном процессе ущербен. Поскольку нет ничего проще государственному обвинителю так сказать, а суду нет ничего проще с этим согласиться. И часто суд именно так и поступает. Но если вы предполагаете, что 38 свидетелей обвинения
уважаемая сторона государственного обвинения, здесь соврали, ну тогда вы должны предпринять действия для того, чтобы за эту ложь привлечь к ответственности. Вы таких движений не сделали ни в отношении никого. Если вы сделаете это в отношении кого-либо одного, это будет избирательно и не соответствовать какой-либо объективности. Где 38 рапортов ваших о том, что эти люди здесь под подпиской солгали, совершили уголовное преступление? Но сделайте это. И вот только тогда, когда они будут за это наказаны, в установленном законом порядке, и такие приговоры состоятся, только тогда вы можете сказать о критичном подходе. Ну, на мой взгляд. Это же тоже преюдиция, да? Почему вы используете преюдициально и ссылаетесь на это приговоры по людям, осужденным по 318, ну, а дальше теряете свою логику и, не имея таких возможностей, просто говорите о критичном характере, который должен быть проявлен к этим показаниям. Поэтому, что уж тогда говорить о 108 свидетелях защиты, которые здесь, в том числе, были непосредственными участниками митинга и утверждали о фактах непричастности подсудимых к тем деяниям, которые им инкриминируются. И, на мой взгляд, очень примечательно, что сторона ведь обвинения фактически устранилась от допроса еще 91 человека. 38 и 91. Ну, 1/3. Ну, четверть примерно, да? О чем это говорит? Это говорит о том, что этот 91, скорее всего, точно так же превратился бы, и это вы поняли, превратился бы в свидетеля защиты, и пришлось бы оглашать еще показания, пытаться устранить противоречия в суде. То есть эти 91 человек, они просто-напросто не свидетели обвинения, потому что они не несут в своих показаниях следственных никаких обвинительных черт по отношению к нашим родителям. Просто-напросто. Поэтому от них отказались. Ну, это на самом деле разумно, да. И я повторяю, поэтому Нальгиев, очень внимательно ознакомившись на тот момент, в отличие от меня, кстати, потому что нам такой возможности, собственно говоря, не дали, с материалами уголовного дела и доложив об этом своему адвокату, он потому так и написал, что все эти свидетели обвинения — это свидетели моей защиты. Все так и оказалось. Ну, 38, правда, без 91. Заканчивая, скажу, что прения сторон, как сказал вначале, предполагают публичный обмен мнениями, спор по результатам проведенного судебного следствия. В этом смысле нам не о чем спорить со стороной обвинения в части материальных доказательств виновности Нальгиева и остальных. Потому что и материальные доказательства, вот эти видеозаписи, результаты экспертиз, они все до одной носят не обвинительный, а защитительный характер в настоящем уголовном деле. Поэтому единственным доказательством виновности наших подсудимых является лексема «виновен». Лексема — это выражение русского языка, ну, там, выражение языка, да, «виновен». Мы же склонны считать, я надеюсь, что меня коллеги в этом поддерживают, что граждане, когда они являются причиной чего-либо нежелательного для власти, а в данном случае они были такой причиной, а в нашем случае это реализация ими совершенно законных демократических процедур, право на свободу выражения мнения и мирный протест, что позволяет в будущем в любом случае с 10 и 11 статьей Конвенции нам в суд идти, и никто этого права не отменит, не отнимет, всегда приводит к выводу о виновности. То есть, если граждане причины, по мнению властей, некой дестабилизации такого рода, это всегда приводит к выводу об их виновности. Но на самом деле, наверное, правильно не когда погода болит от больной головы, а когда голова болит от плохой погоды. И я думаю, что вот то, что я говорил о конструкциях уголовно-правовых составов, объективной и субъективной стороны, оно как раз таки подтверждает, что в нашей истории произошло ровно наоборот. Что у нас погода болит, потому что голова плохая, а не наоборот. Поэтому все фактические обстоятельства настоящего уголовного дела, исследованные в судебном заседании и представленные стороной обвинения и стороной защиты, свидетельствуют о том, что доказательства
виновности наших подзащитных отсутствует, и любой обвинительный приговор, который будет основан на этих доказательствах, будет являться незаконным. С позволения Нальгиева и всех остальных, кому удавалось представлять в этом судебном процессе, прошу, не обращая внимания на судейскую совесть, потому что считаю это главным императивом современного общества, вынести оправдательный приговор. И с разрешения доверителя, поскольку не должны же мы только говорить о сухом праве, да, о зернах права, прошу, не то что прошу, я прочитаю одну басню, которую тоже прошу считать текстом выступления в прениях. И мне кажется, что эта басня в идеальном варианте, вот просто идеально соответствует настоящему уголовному процессу. Ну а кто кого в ней увидит, это на то она и басня. Я прошу прощения, если буду не столь выразителен, как артист МХАТа, потому что уже чуть-чуть. Да, но тем не менее. У сильного всегда бессильный виноват. Тому в истории мы тьму приверов слышим, но мы истории не пишем. А вот о том, как в баснях говорят. Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться. И надо б наш беде случиться, что около тех мест голодный рыскал волк. Ягненка видит он и на добычу стремится. Но делу дать, хотя законный вид и толк, кричит: как смеешь ты, наглец, нечистым рылом здесь чистое мутить питье мое с песком и с илом. За дерзость такову я голову с тебя сорву. Когда светлейший волк позволит, осмелюсь я донесть, что ниже по ручью от светлости его шагов я наста пью. И гневаться напрасно он изволит, питья мутить ему никак я не могу. Поэтому я лгу негодный, слыхана ли такая дерзость в свете? Да помнится, что ты еще в запрошлом лете мне здесь же как-то нагрубил. Я этого, приятель, не забыл. Помилуй, мне еще и отроду нет году, ягненок говорит. Так это был твой брат. Нет братьев у меня. Так это кум или сват. И словом, кто-нибудь из вашего ж роду, вы сами, ваши псы и ваши пастухи, вы все мне зла хотите. И если можете, то мне всегда вредите. Но я с тобой за их разведаюсь грехи. Ах, чем я виноват? Молчи, устал я слушать. Досуг мне разбирать вины твои, щенок. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Сказал и в темный лес ягненка поволок. Спасибо за внимание. Прошу вынести оправдательный приговор. Следующий.